ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 5 студентов УГТУ стали победителями престижной ежегодной всероссийской конференции «Нефть и газ». Она состоялась на базе Российского госуниверситета в Москве. Участники студенческого научного общества Ухтинского вуза отправились туда. За несколько месяцев до этого всем претендентам на победу предложили кейс – развитие энергетического потенциала Каспийского региона в контексте экологической безопасности. Молодые ученые приняли за работу и придумали технологичную, реально воплотимую идею. Кульминацией всех треволнений стал момент оглашения победителей. Самый волнительный момент был это, когда нас объявляли на награждении, когда просто проректор по научной работе РГУ имени Губкина тянул такую интригу, делал паузы. Это было действительно волнительно. И те эмоции, которые мы испытали, когда услышали название нашего университета, нашего города, не передать словами. Это просто крики, радость, чуть ли не слезы. Ну, как сказал представитель министра энергетики, это такие эмоции, это того стоит. Суть задумки ухтинских ученых – внимание к экологии первостепенно. Несмотря на профит, что сейчас получают компании от добычи, будущий ущерб всему живому, в том числе измеряемый в конкретных деньгах и убытках, больше. Для Каспия это актуально, ведь по разным оценкам только нефтяных протечек ввиду старых законсервированных трубопроводов бывает более 1000. Ухтинцы предложили построить ультрасовременное судно, которое будет мониторить акваторию и своевременно сообщать о проблеме, пока все не вышло из-под контроля. Корабль следует по отметкам, дроны на местах автономно сообщают о ЧП. Стоимость проекта недешево, цена такого судна порядка 35 миллионов долларов. Но ведь мы говорим о будущем. Как бы до этого люди, они не думали об экологии. А сейчас, когда возникает множество проблем, то есть и глобальное потепление, и загрязнение пластиком, нефтепродуктами, то есть люди уже начинают задумываться, что действительно это наш дом, и нам там через 20-40 лет уже будет некуда деться от этого мусора. Поэтому нужно как-то бережнее относиться и сохранять природу. Молодые ученые отдают себе отчет, что вряд ли их проект реализуется именно так, как они задумали сами. Однако шансы на его воплощение есть, потому что прошлые работы участников студенческого научного общества в том или ином виде существуют. Да, не удивляйтесь, ухтинцы уже не первый раз штурмуют столицу. В 2016-м заняли 3-е место, в прошлом году 2-е, и вот, наконец, сейчас 1-е. С учетом того, что это 3-й конкурс, мне очень хотелось провести как председатель этого объединения кубок в наш университет, вписать мое имя ребят в историю. Вот, потому что это действительно кажется, что это очень легко, и это вот всего лишь какой-то кубок. На самом деле это просто были 3 года ужасной работы, иногда несправедливой, иногда нечестной и совсем-совсем непростой. На протяжении этих лет, 23 февраля мы справлялись здесь, 8 марта мы справлялись здесь, в субботу и воскресенье до 4 утра мы проводили здесь, чтобы печатать раздаточный материал. И не побоюсь этого слова, это был подвиг 5 студентов. Лишь только. В награду за подвиг молодые ученые приглашены в астраханское подразделение «Лукойла» для стажировки. В учебном центре их будут готовить для работы на объектах добычи, а в перспективе стажировка непосредственно на морских платформах. Ну и, конечно, где-то впереди маячит трудоустройство. Поздравляем студенческое научное общество с победой!